Каждый имеет право на чистую окружающую среду. Это фундаментальное человеческое право. В рамках программы City Experiment Fund, фонд городских экспериментов, мы пытаемся именно это сделать с правом людей на чистый воздух в Алматы. City Experiment Fund также направлен на то, чтобы усиливать голоса тех, кто, как в данном фильме, которые, возможно, не участвуют напрямую в проекте, да, но которые также активно работают над тем, чтобы сделать наш общий дом Алматы городом, где можно свободно дышать чистым воздухом, и где удобно и комфортно всем. В Алматы основные источники – это сжигание твердого и жидкого топлива. Твердое топливо – это высокозольный уголь, ТЭЦ, который мы используем. В год сжигается более 3,5 миллиона тонн. Частный сектор сжигает уголь. У кого нет возможности покупать уголь, соответственно, не сжигает все, что попадется. То есть это мусор, иногда это резина. Это уязвимые слои населения, и когда у них мысль, что мы будем кушать на ужин, что происходит с воздухом, это уже становится на какой-то 10-й или 15-й план. Если говорить про жидкое топливо, это, естественно, бензин. Его качество, его количество. Еще есть предприятия, которые сжигают мазут. То есть это все выбросы, которые мы имеем в атмосфере. Загрязнение воздуха, она приводит к экономическому ущербу. Финансирование науки у нас составляет 0,13 ВВП процентов, а Всемирная организация здравоохранения делала исследование и показывала, что мы теряем почти 7 ВВП в год из-за преждевременной смертности людей в Казахстане. Мы продолжаем разрабатывать девайсы, чтобы замерять летучие органические загрязнители, которые мало контролируются официальными органами, хотя они намного опаснее для организма человека. Между жителями, которые видят, но у них нету на руках данных, и чиновникам, decision makers или акиматам, которые говорят про другие данные, у них все время не бесконечные вопросы. То есть между ними должны быть ученые, которые отвечают на эти вопросы и дают данные. Меры по улучшению у нас часто любят использовать европейский опыт, но нужно учитывать географическое положение и особенности. И в какой момент, то есть в текущие европейские меры применять, например, Казахстану, я считаю, нецелесообразно, потому что уже прошли несколько стадий, которые были сделаны. Это как улучшение качества бензина, запреты на езду старых автомобилей, город для горожан. По данным Всемирной организации здравоохранения, зимой в Алматы количество тонкодисперсных частиц в воздухе превышает 17 раз допустимые значения. Загрязнение воздуха является одной из серьезных экологических угроз для человечества, и мы знаем, что загазованность, она приводит к ряду многих заболеваний, таких как инсульт, сердечно-сосудистые заболевания, рак легких, хроническая обструктивная болезнь легких, мы называем это ХОБЛ, также астма. Согласно отчету Всемирного банка 2022 года, в Казахстане ежегодно прогнозируется более 10 тысяч случаев преждевременной смерти вследствие загрязненного воздуха. Нужно проводить качественный мониторинг и сбор данных. И прежде всего надо улучшать нормативно-правовую базу. Нужно постоянно мониторировать и проводить аудит вплоть до штрафов. Иначе просто одними такими инициативами мы не добьемся успеха. Применяя межсекторальный подход, межведомственную кооперацию, когда и городские власти, которые должны быть привержены здоровью жителей города, и исполнительная власть, также и участие общественности, все мы должны участвовать в улучшении экосистемы города. К сожалению, Алматы сейчас теряет свою привлекательность в качестве своей позиции, в качестве регионального центра, делового центра. Потому что есть очень много людей, которые, к сожалению, уезжают из Алматы по причине загрязнения воздуха. И это могут быть очень высококвалифицированные кадры. Таким образом, мы имеем утечку кадров. Бизнесы очень сильно теряют с точки зрения возможностей туристических, потому что, зная, что Алматы город с грязным воздухом, где нечем дышать, конечно же, это все влияет на имидж города и на его туристическую привлекательность. А чем меньше у нас людей к нам хотят приезжать, останавливаться, проводить каникулы, то тем меньше, конечно же, плюсов для бизнеса.
И это очень важно. А бизнес должен вовлекаться в это. Проблема загрязнения воздуха в Алматы – это на самом деле очень сложная проблема. Она комплексная. И здесь очень много звеньев этой проблемы. Нужна политическая воля, нужны работающие инструменты, нужно policy making, нужны эксперты, нужна наука, нужны технологии, нужно поднимать awareness и работать с общественностью. Это и медиа, и блогинг, и искусство, и так далее. Для того, чтобы люди, разные группы населения чаще и на постоянной основе использовали устойчивые виды мобильности, мы должны вовлечь их в этот процесс создания таких условий, либо тестирования таких условий на примерах конкретных улиц и конкретных участков улиц. Если решения разрабатываются с фокусом на них, то мы в итоге получаем более доступный и удобный город для всех. Соответственно, мы снижаем потребность в перемещениях на частном автомобиле и таким образом снижаем ежедневное количество выбросов. Если говорить кратко, то создавая условия для маломобильных групп населения, для уязвимых участников дорожного движения, то есть пешеходов, велосипедистов, пользователей электросамокатов и так далее, мам с колясками, родителей с колясками, мы формируем город, в котором нет потребности на короткие либо средние дистанции перемещаться на частном транспорте. Соответственно, определенную долю этих поездок мы переводим на перемещение с помощью устойчивой городской мобильности. Мы находимся на улице Тимирязева, где был реализован проект БРТ открытого типа с приоритетным движением автобусов и троллейбусов, а также параллельно нему проходит велодорожка и сеть тротуаров, которые обеспечивают полноценный доступ к коридору БРТ, удобные пересадки и параллельное использование разных экологичных видов транспорта. Данный проект был реализован при поддержке ПРООН, и он нацелен на снижение выбросов от частного автотранспорта и повышение привлекательности других видов экологичной городской мобильности. Зеленые безопасные улицы подразумевают то, что наши улицы сейчас довольно-таки несовершенные. И, допустим, в западной практике есть такое понятие, как complete street, совершенные улицы. К совершенным улицам относятся такие критерии, что у вас на улице есть не только проезжая часть, но и озеленение, освещение, где людям нормально ходить, а не вот эти вот узкие тротуарчики, которые у нас. Что у нас есть коммерция, общественные пространства, маленькие площади, где люди могли бы собраться. В общем, все, что делает город городом и делает его ярким, насыщенным и местом, куда приятно сходить, где приятно находиться. Ну вот, как неудобно здесь ездить в районе Нурлутау. Постоянно приходится лавировать среди машин. Много шума, жары. Боишься кого-нибудь поцарапать, потому что автомобиль может запросто стоить как квартира. Автомобилецентричный подход, он, как правило, фокусируется на дорогах, автострадах, развязках, парковках. Зеленый подход именно к улицам, экологичный, человекоцентричный, он хорош тем, что он, во-первых, он не игнорирует потребности автомобилистов на самом деле, он не против них. Просто среда делается таким образом, чтобы строились велодорожки, строились автобусные полосы, вводились новые виды общественного транспорта, которые как раз-таки и будут в какой-то степени тоже освобождать пространство для заядлых автомобилистов. Что касается энергонеэффективных зданий, то они очень большой стресс налагают на систему теплоснабжения, на канализацию. В принципе, все системы, которые задействованы при обслуживании этих зданий, все это очень сильно связано с воздухом, потому что, отапливая и кондиционируя эти здания, требуется тратить очень большое количество энергии. У нас наши ТЭЦ, электростанции работают в повышенном режиме, естественно, больше начинают загрязнять воздух. Алматы издревле считался городом зелени, и это для нас, жителей города Алматы, очень печально, когда зеленые насаждения заменяются городскими постройками. И то, что именно в Алматы появился проект «Фонд городских экспериментов», я думаю, будет каким-то флагманским шагом для того, чтобы мы, горожане, в том числе люди с инвалидностью, на которых сильно влияют загрязнение окружающей среды. Лично я сейчас не могу просто так вот без посторонней помощи пройти по пешеходке или же пойти прогуляться по тому или другому парку, который мне нравится, потому что доступная среда не везде обеспечена. Смотрите, здесь классная аллея,
Но про людей с инвалидностью, с нарушением зрения не подумали. Я иду и спотыкаюсь об стол. Да, это очень небезопасно для человека с инвалидностью. Дальше разобралась, я дальше иду. И получается, что здесь в целом, да, на эту всю конструкцию врубаюсь. То есть человек, дизайнер, который это делал, наверное, вообще не знает, что есть инклюзивный подход. И среда, которая должна обезопасить и быть безопасной для всех граждан, в том числе для лиц с инвалидностью. Для меня очень важно быть в экологически чистой стране и в чистом городе. В ходе обсуждений с экспертных круг на предыдущей фазе, во время стратегических сессий, мы определили различные мероприятия, которые вошли как пайплайн взаимосвязанных инициатив. Это и медиакомпания, где людям разъясняются эффекты загрязнения воздуха, и также предлагаются различные вещи, которые они могут поддержать для разрешения этого вопроса. Второй этап – это демонстрация различных инфраструктурных изменений, как тактический урбанизм, который вы видите сзади меня. Третья часть – это мониторинг чистоты воздуха, которые должны быть поставлены до, во время и после проектов, чтобы определить изменения, как эти инфраструктурные изменения влияют на загрязнение воздуха. Иными словами, цель проекта была показать, как малыми усилиями можно достичь большие системные изменения в ходе совместных дизайнов. Сегодня мы реализуем прекрасную инициативу по тактическому урбанизму. В Алматы такое происходит впервые. Эта инициатива выполняется в рамках глобального проекта совместно с City Experiment Fund от ООН в Казахстане под эгидой решения проблемы качества воздуха в городах для преображения общественных пространств, улиц и дорог в более приветливые, комфортные пространства для людей. Мы всегда забываем, да, что все глобальные решения включают в себя ряд маленьких, небольших, скажем, действий, которые могут быть реализованы каждым горожанином. И мы хотим показать, что начиная с маленьких инфраструктурных решений, совместно, вместе мы можем прийти к решению больших глобальных проблем. Простые решения, когда группа людей разрисовывает парковку краской, казалось бы, да, весело, интересно, но на самом деле смысл у таких проектов очень важный, глобальный. И если мы все потихоньку, понемногу начнем понимать, в чем главная идея тактических решений в городах, то, наверное, мы придем к успеху. Когда мы говорим про безопасность и комфорт для пожилых, допустим, в районе 80 лет, город же не только должен быть для молодых, да, то мы говорим о рисках для здоровья. Когда мы говорим о безопасности детей, мы затрагиваем не только безопасность детей, мы затрагиваем безопасность других уязвимых групп. Это могут быть девушки, это могут быть какие-то вот представители уязвимых сообществ. Есть очень много сообществ, которые невидимы и уязвимы, но в том же они есть, и их тоже нужно учитывать. Должна быть инклюзивная среда для того, чтобы там по дороге могли пройти не только люди, которые спортом занимаются, да, и очень хорошо прокачаны физически, но и люди, у которых уже возможности немножко иные, у которых есть другие потребности именно по мобильности, по здоровью. И очень важно понимать, что огромный пласт вот этой всей истории системных изменений – это гражданское общество, которое связывает все сообщества воедино. И какие-то есть общие ценности, которые так или иначе перекликаются со всеми нами. Да? То есть мы все хотим, чтобы у нас дети были и семьи здоровы, и мы сами были здоровы. Мы все хотим жить в комфортном, безопасном городе. И вот эти вот как раз-таки ценности, да, то есть что у нас есть не только обязанности, да, в государстве, у нас есть и права, вот эти ценности как раз-таки нас объединяют как гражданское общество.